Ну, родители, папа начал плакать и говорить, если мужчины готовят очень вкусно, мой муж умеет готовить пиццу, плов. Я говорю, ну, наверное, если хотите быстро, то это $10. Были моменты, когда мы хотели расстаться, как в любой семье. Кто там? Қандайсыз? Очень подарки. Там холодно на улице, да? Еще Да, қандайсыз, жақсысыз ба? Денсаулықтарыңыз жақсы? Блин, я с подарками вам, смотрите. всегда добро пожаловать в наш дом, Да, или вашу передачу. Да. А еще и когда подарки дарят. Как Да, это вам приятно. от Agents Cosmetics слышали, да? Вообще Да, крутое. конечно. Я покупаю сама Asian Cosmetics, люблю, Да что? использую давно. О, еще круто тогда. Спасибо. Да, нашим и вот партнерам. такой, я знаю, что вы любите орхидеи, вот такой. Откуда вы все знаете? Ну, Рада вас видеть. Гелингис, пойдемте Да. начнем Давайте. готовить да? вместе. Ждете меня, да, уже? Да. Айжан же дагы бир жолу саламатсызбы? Бүгүн эмне тамак жасайсыз? Я называю это авторское блюдо от Айжан Чыныбаевой. Очень скромно, айтперем, очень легко готовится. Блюдо молодой семьи. И очень быстро все это легко. Да, бизге. Буйруса жагат деп ойлойм, да? Бүйтө ракет кылабыз, Эмнелер батпадайбыз. керек? Зирочка, значит, нужен фарш, корейская морковка и чеснок. Мы сейчас будем готовить маринад, потому что, чтобы сбить вкус фарша, мы его сейчас замаринуем в чесноке и в сое. А потом будем жарить рис, и я потом покажу очень вкусную заправку. Окей, договорились. Так, мне вам помочь? Да, пожалуйста. Значит, нужно чеснок почистить, лук. А я начну готовить рис тогда, если мне позволите. Хорошо. Айжан же кандайсыңыз? Денсаулыктарыңыз кандай? Кандай жүрөсүз? Весь город на вас держится. Барлы сизди карап атат, Айжан. Вот так я держусь, болею. Бала Если бы знали, какая тяжелая шапка прям Мономаха. так держитесь, да? Видно. Да, не дают болеть. На ногах, к сожалению, переношу ОРВИ, ОРЗ. Очень надеемся, что практически завтра мы открываем часть школ. Ну да, потому что тревогу бьют. Айжан, качан балабакча ачылат, качан мектепти ачасың, эмне болобуз? Да, это мы совместно с республиканским штабом провели обследование детей, выявили, сколько у нас болеют коронавирусом, сколько пневмонии. И буйруса ситуация стабилизируется. Биз буйруса эртеңден баштап документтерди даярдайбыз. И мектептерди буйруса ачабыз. Почему-то мне всегда кажется, что это блюдо для молодых семей. Для тех, кто не любит, готовить. Я скажу так, что я это блюдо сама придумала, когда у меня очень много деток. Как вы не любите готовить? Я так скажу, что когда ты каждый день готовишь, это уже нелюбимая тема. Когда мужчина готовит, потому что он готовит редко, мужчины готовят очень вкусно. Мой муж умеет готовить пиццу, плов, а я буду готовить, я так это называю, в общем, плов от Айжан Чыныбаевой или фастфудный плов. Видите, я еще кашляю. Давайте мы с вами, значит, лук, для того, чтобы вкусный рис у нас был. Потом мы будем готовить отдельно мясо, потом это все будем смешивать и к нему делать райта. Райта, знаете, что такое? Райта – это такое, скажем, соус на основе айрана, кефира и специй, который вот прям сюда очень хорошо подойдет. Так, если позволите. Буйруса балабакчаны да ачабыз, старшие группы, подготовительные и дежурные группы. Все это мы делаем с учетом всех алгоритмов, и потом будем смотреть на эпидситуацию. Если будет все улучшаться, буйруса потихонечку откроем все остальное. Масло нужно разогреть. Да, давайте масло. Я, конечно, люблю смешивать. Давайте добавляем. Вот видите? И потом мы добавим лук. Да. Ну, как вы знаете, сперва мы чуть-чуть добавляем соли. Чуть-чуть. Почему? Чтобы она подготовила и проколоска. Сейчас будет очень горячее. Чтобы на нас не стреляло это масло. Есть такие небольшие секреты ресторатора. Да. Так, насчет ресторатов. Я знаю, сиз сабак берип келесиз, аябай жакшы марекелерди өткөрүп, биз өсүп эле жатабыз да. Ресторандар эле ачылып атат, отельдерди эле ачылып атат. Жабылып тоже уже. Жалып атат. Они успевают еще открыться и закрыться. В общем, сиздердин кеңеш да, дагы деле жумушсуздук
турат. Елдер ишсиз. Бирок биз дагы эле стройка кылып атабыз да. Бизге эмне жетишпей жатат сиздин оюңузча, айтыңызчы. Стабильности не хватает. Стабильность болгондо элдер келе баштайт. Башка өлкөдөн туристтер келип скажут, это нормальная страна, здесь можно доверять, здесь можно инвестировать. Пока, да, пока у нас нестабильная ситуация, те же страны, те же туристы, посольство пишет, желательно в Кыргызстан сейчас не выезжать, там нестабильная политическая ситуация. В октябре было так. Сейчас с ковидом весь мир перестал путешествовать. Но я думаю, что Буйруса, я так как бывший консул Норвегии, я удивилась, в октябре месяце, когда была революция, мне писали 4 норвежки, они хотят приехать. Все. Это мы так оставим, потом салат добавим. Да. Я тогда удивилась, я говорю, девушки, у вас все нормально, ковид и революция. Они говорят, мы хотим приехать посмотреть. Поэтому разный вид туризма можно развивать. Я очень надеюсь, что мы будем правильный вид туризма развивать. Назирочка, нам нужно срочно морковку мелко-мелко порезать и начать ее зажаривать. Но в принципе, да, можно вот так тоже сделать. Это называется хитро, потому что все готовое в магазинах уже есть. Даже есть готовый лук порезанный. Это для того, чтобы сделать соус для плова, да? Как для плова мы зажарку делаем. Практически, да, это можно вегетарианским блюдом сделать. Но мы добавим фарш для любителей мяса, да? Хорошо. Аденди, достаточно, да? Достаточно для вкуса. Консул болдуңуз. Көл тазалап келдиңиз. Женщинам помогали, в общем. Кайрымдуулук иштерин байма-бай жасап келесиз. Анан эле вице-мэр болуп калдыңыз. Как это вам? Этот образ вам понравился? Ну, кто-то скажет, что может я к этому шла. Честно скажу, вице-мэром меня звал еще Азиз Сурахматов. Это было почти уже 3 года назад. Тогда я только стала президентом клуба консулов и получила от короля Норвегии, так скажем, благословение быть консулом. Я так и сказала, что меня целая страна выбрала представлять этот народ в Кыргызстане. Я не смогла принять. И все, что не делается, все к лучшему. И за это время успела ляльку родить. А это была моя мечта, 4-я лялька. Поэтому я вот мама 4 детей. И лялька, вы видели, да. Вот сейчас там гуляет. Если что, он будет мешать нам. Я надеюсь, вы не против, да? Что, начнем готовить. Давайте наш фарш. Пока вот, да, он. Да. Сейчас мы должны фарш. Чеснок вы мне, пожалуйста, почистите. И сюда можно, пока вы чеснок будете добавлять, я открою соус. Назир, сколько вы блюд умеете готовить? Ну, основное блюдо это бишбармак. Ой, мой любимый. Я очень люблю бишбармак. А диету не держите? Честно скажу, я села на очень легкую диету. Она с моим графиком жизни сейчас очень совпадает. Я не завтракаю. И не буду говорить, сколько килограмм я потеряла на этой работе. Мне кажется, я совмещаю. Говорят, что мне идет вице-мэрство, но на самом деле это просто диета без завтрака. То есть я пью воды с утра очень много с лимоном, и потом только в 12 часов я начинаю кушать. Добавляем сюда рис. И вот вся фишка в том, вот, что мы зажарим с вами рис, и он просто будет минут через 20 готов. Почему я обожаю это блюдо? Потому что оно очень быстро делается и вкусно. Да, и любой его может приготовить. Почему рис надо поджарить? Тогда он маслом пропитается и не разварится. И сейчас, когда он чуть-чуть поджарится, мы добавим воды и получим готовый вкусный рис. Нам сюда обязательно нужно добавить соль. Специи добавляем по вкусу, кто что любит. Заливаем водой. Канча чыны суу куябыз? Көмгүчөбү, Сколько риса, столько же и здесь у меня полторы чашки риса на нашу небольшую компанию, поэтому я делаю 2 чашки воды. И теперь мы все это вот так закрываем крышкой. Ну сейчас все демдеп калат, сонун пилау болот. И пилау мы сделаем красивый, вкусный. Ну можно сказать, наверное, это будет, не знаю, кто фарш считает мясом, для кого-то это не мясо, но для меня это мясо. Назира 20 минутка демдеп коебуз. Теперь фаршка маринад класс. Вот чеснок. Чеснок, наверное, достаточно. Аденди, мен бир интервьюңуздан окуп калдым да. Когда вы жили в Америке, оказывается, в день зарабатывали $150. Вы же могли бы там остаться? Вообще, если бы я осталась в Америке, точно в Голливуде была бы.
Потому что я Снимались в реально... фильмах. Да, потому что у меня семья, которая первая моя встречала, она жила в Лос-Анджелесе, и у меня была реально возможность. Мои родители не пережили того, что я останусь в Америке. Я даже поступила, нашла людей, кто поддержал меня. Это вот одна из семей. Ну, родители, папа начал плакать и говорить, если не вернешься, я буду болеть. В общем, я вернулась. Ну, как обычно. Тогда я одна, наверное, из первых кыргызстанцев была. Всего поехала из Кыргызстана человек 14. Это что? Это у нас получается красный перец. Ага. Мы все добавляем всего по чуть-чуть. И вот видите, еще раз можно соус, да? Он прям сонным был. Вот. Да. С мясом, соуса много не бывает, да? Прямо руками, холодные. Да, прям так не стесняюсь. По идее, можно в холодильник положить, кто любит. Можно перчатки одеть, да? Иногда я, знаете, что делаю? Иногда вот так положу в холодильник, и с утра потом можно все это сделать. Что вкуснее будет, да? Так, Сейчас будем его жарить. Сколько вы там пробыли? Ой, была год. Ага. Штат Индиана, потом была в Калифорнии. Вообще очень люблю Америку, потому что когда из Советского Союза едешь совершенно в другую страну, много стресса, много испытаний, но в то же время очень много открытий. Для меня эта страна поменяла мою ментальность, мое отношение к жизни, к людям. И я себя считаю, что я там раскрыла. Свой потенциал я раскрыла в Америке. Стала в себя верить, что я, оказывается, что-то могу. Назира, Тоғыз елу болып тұр, давайте засечем время, чтобы, не дай бог, не проморгать наш плов. В принципе, я использую вот этот пакистанский рис или индийский, и его разницы нет. Вот посмотрите, уже красота какая, да? Да. И можно периодически воды добавлять, то есть смотреть. Я на самом деле очень такой живой, я не люблю вот это все, чтобы измеряли, для меня это скучно. Я всегда на глаз. Сейчас мы посмотрим, что там с солью. Фарш уже вот буквально минут 10-15 мы начнем его жарить, чтобы он немножко пропитался. Мы должны еще жарить, да? Я думала, мы будем рис добавлять. Вкусненько. Вместе с рисом тушить. Нет. Будем жарить фарш. В принципе, лук нам не нужен или... Можно лук всегда для вкуса. Лук никогда не помешает. Он всегда дает свой вкус дегенде. Бұл фаршқадағы май қызытып аламыз, да? Сөз. Так, азырем пиязды қоройбыз. Вообще насчет пьяса, что хотела сказать. Я никогда не парюсь, что прям была вот идеальная форма. Потому что мы все не идеальны в этой жизни. Это, конечно, я восхищаюсь девушками, которые все так тонко, красиво. У меня так все по-народному. Вот я хотела бы сказать, что у нас есть мамы, которые помогают детям без родителей встать на ноги. И это вот один из центров, они обучают детей зарабатывать деньги. И это вот наши дети, где я вот купила доску, мамы, как пуговки, на них все держится. Да. Я вообще обожаю эту доску. Действительно, все на женщинах держится, да? Как бы мужчины не обижались, но все на нас держится. Так, стопные там. Мужчины, как вы познакомились? О май гад. Как это все Все было? секреты хочет Назира узнать Все вообще. как это было, давай. Нет, Это было как в вице-мэр- сказке. Нет, слушайте, как вице-мэр мы вас знаем. Вы 24 часа в сутки работаете. Нам интересна ваша личная жизнь. Вообще, какая? Оказывается, умеете готовить. Я очень рада этому. Расскажите. Я много чего умею, но не все показываю. Так, как познакомились с Деминой? Познакомились здесь с Деминен романтично. Вообще очень интересно. Моего мужа увидел мой брат сперва. Что он, когда еще в городе Бишкеке, Фрунзе, было мало машин, моего брата на машине подрезал какой-то молодой человек. И он сказал, какой интересный, кто там? И потом он его еще где-то увидел, где-то там в офисе, и он сказал, такой интересный человек. А с мужем я познакомилась, я пошла на мероприятие, он был там в гостях. И я тоже была в гостях. Мы с ним познакомились, а он спросил, кто вы? Я говорю, я там переводчик. И он сказал, можно ли, вы можете мне перевести сайт для моей компании? Я как бизнесвумен сказала, перевод одной страницы, тогда это был там $10, 6 сложности. Я говорю, ну, наверное, если хотите быстро, то это $10. И то есть я его перевела сайт полностью, его компании, и получила деньги, забрала конверт, потом посмотрела, он мне еще на чай оставил, я такая, ого. И потом мы чисто по-деловому общались вначале, и даже английскому как его. прям искры появились? Искра сразу появилась, как только увидела, такая, это мужчина моей мечты. И как же скрыть, как же не показать, что он мне нравится. И чё потом? А он такой, знаете, вообще ничего на лице. Он такой строгий Без был, эмоций, да, без значит? эмоций вообще. А он вообще романтик? Ну, стал. Да, стал. Да, стал романтиком. Помните его первые Мы цветы, готовим подарки? кушать. Да. Чтобы вы не забыли, чем мы здесь занимаемся. Скажут, они много Так, говорят, жарим. мало делают, да. Жарим. Добавляем
очень вкусный теперь фарш. Ага. В принципе, можно будет, кто что любит, можно добавлять соевый соус, можно добавлять воды. Можно это еще. Это коштоңуздарда болот экен, егер кто не любит фарш. Да. Тонкими Почему я кусочками. говорю, вы сейчас посмотрите, что рис мен дяхши горный табу. И еще к нему очень вкусный вот этот соус, мы сейчас с вами райту приготовим, и будет просто супер. Ну вы же знаете, на такой сковороде нельзя с железкой, потом профессиональные домохозяйки скажут, вообще вице-мэр, анча емесикен, билбейтикен, бұл сковородканы башкача карашкерейкен. Анан канчанча баш коштуңуздар? Через год, Это получается в каком году? в 2000-м мы поженились. Ага. Ну, он молодец, он очень красиво ухаживал за мной. Фрези, розы. 20 лет как в браке, да? Да. Целых 20 лет. Мы он иногда вас смеемся терпит. год за 2, а год за 3 иногда. Я говорю, смотря, он как-то при моем папе пошутил, говорит, с вашей дочерью год за 2. Ага. Потом папа на него говорит, что? Он говорит, такой насыщенная жизнь с вашей дочерью. Но на самом деле, конечно, я тоже... Иногда мне кажется, что мы всего 10 лет живем. Когда наших детей, взрослых видим, я говорю, слушай, вот так вот быстро время пробежало. Разное было, были притирки, были сложности, были моменты, когда мы хотели расстаться, как в любой семье. Было, да? Вот Конечно. Все, развод, пошли подавать на развод. Было, да, такое? Конечно. А как вы это время пережили? Вот расскажите нам. Мы обсуждали с ним. Зачем? Вообще мы с ним, когда начали дружить, я вот тоже советую, мы начали дружить, там вот этот конфетно-букетный период, а потом я сказала, кем ты себя видишь через 5 лет, кем ты видишь семью через 10 лет. И вот там уже можно понимать, чего хочет человек, где он свой, я говорю, какую ты свою жену видишь, где вы там путешествуете, или кем она работает. И когда у меня были, ну, до этого другие ухажеры, я слышала, будешь сидеть дома, стирать байпаки, я говорю, это не мой мужчина. Ага. Были другие, кто говорили, я хочу путешествовать со своей женщиной, хочу там дети, чтобы... Так, такой вопрос. А байпайка кто дома у вас это стирает? Машинка. У меня, кстати, дети все научены стирать, ухаживать за собой. У нас коллективный труд. С мужем вначале, когда, конечно, я все делала, честно скажу, сейчас, конечно, у меня помощники дома, потому что с моим графиком голодные останутся. Вот смотрите, надо, чтобы он сейчас зажарился. И что мы сейчас делаем? Чем он отличается? Вот чем. Понятно? Это будет очень такое вкусное блюдо. Оно было мое коронное, потому что оно необычное. Вроде кажется, то же самое пловешник, но на самом деле вкус другой. Не избитый плов, который мы, в принципе, все любим. Что-то такое новое. Даже аромат, вот посмотрите какой. Да, очень вкусный аромат. Оператор уже голодный, сейчас уже слюнки потекли, скажите. Мы не можем это через экран передать словами, да, насколько это все Я такая вкусно. голодная, я с удовольствием сама Так, поем. вот семью создали 20 лет как в браке. Кайын жұртыңыз қандай қабыл алды сізде? Ой. Всегда при делах, в работе, то там, то здесь. Короче, везде Айжан Ченебаева, да? Честно? Честно? Никому не говори, но у меня просто супер кайнене. Вообще слово не люблю. Я ее называю мама, мамуля, апаке. Вначале было непросто, я же еще раз говорю, пока притирка была. Сейчас мы близкие подруги, мы можем путешествовать вместе, можем вместе обсуждать наших мужей, ее сына и ее мужа, ее внуков. И апаке это вот опора, поддержка. Апаңыз қызғанбайды сізді? Қайненеңізге? Иногда, Болады, да? потому что подружкаларбыз-то, конечно, ну, у нас все-таки мы с ней похожи. Кайнен Хамрана не зря говорят. В принципе, она родила 2 мальчиков, дочку. Я тоже родила 2 мальчиков, дочку. Но потом она мне говорит, и ты даже меня переплюнула. Я потом пацана родила. Это, конечно, прям такой наш подарок всей семье. Сейчас мы делаем этот соус, да. Он называется райта. Это просто огурцы. Можно сюзмё или айран. Так, бұныға қасалар. Для касаларс. Так. Чеснок тумнаки. Да. В принципе, можно вот так вот все вылить и с чесночком смешать. И сюда добавляем чуть-чуть айрана. Если есть этот наш сюзмё, тоже пойдет. Можно и сюзме, да? Можно добавить сметану. То есть здесь настолько нет, как говорится, ограничений, кто что любит. Все добавлять. Да. Да, вот Видите, смотрите. я тоже болею, у меня голос такой неприятный. Не говорите так никогда про себя. Ага. Если вы себя не будете любить, если мы себя не будем любить, то кто нас будет любить? А ладно, я даже говорю с таким голосом. Да? Конечно. Мы же должны быть разными. Утром мы такие, вечером другие, в обед вообще другие. Вот вообще классическая райта, она огурцы, помидоры и много-много специй таких индийских, острых. Я, ну так вот, попроще, я не люблю, чтобы слишком много смешивалось вкусов. Добавляем соус. Вот так я все пальцами. Вот. Это вкусный такой вот у нас получается соус.
Он такой между турецким соусом хайдари и между индийско-пакистанским соусом райта. Что-то среднее болотто. Но факт, что его очень вкусно с нашим блюдом. Сейчас мы все это выложим, вы поймете, какая это красота. Извините, вас перебила. Недавно bir видео көрдім да, там видео говорят, вот Маржан Чиныбаева травма сүйлеп алды, это меніңше бұл именно қара пиар деле, бұл деле жашоодо керек да. Если балдарыңарды тарбия албасаңар, бага албасаңар, эмнеге төрөйсүңөр деп. Вообще это перевернули. Я, это конечно, как знаю, было кто вообще? это сделал. Вообще это было собрание родительское, где мы обсуждали открытие школ. Мы обсуждали, что будет буйруса поэтапная, но эпидемслужбы нам не разрешают. И они говорят, вам какая разница, ачавергеле? Типа, вы все равно ни за что не отвечаете. Мы говорим, ну это вы считаете, что вы не отвечаем, а у нас городские службы, городское управление здравоохранения, целое министерство здравоохранения за что отвечают. Мы сейчас обследование проведем детей, потом вам скажем цифры. Потому что до этого Балбах Зарлыхович говорил, что 1 марта откроется, но эпидемситуация менялась. Вы видели, что вот этот появился вирус, которого все боялись, Кавасаки. Вот так как это еще было не исследовано, да, цифра точно заболеваний, нам Минздрав попросил, сказали, шашпагла. Вот, а мы должны были накануне открыться. Понятно, родители чарчашты, я их тоже понимаю как родитель. Мама начала говорить, барывер, жо пералбайсыңар без үчүн. Кто ответит за то, что мои дети потолстели? Кто ответит за то, что у них зрение портится? Кто ответит за сколиоз? Потолстели за карантин, да, сидя дома. Да. Кто... И вы виноваты в этом. Да, они говорят, кто ответит за то, что у них зрение портится, за то, что они не дышат свежим воздухом? Я сказала, мы ответим. Дети – продукт любви. За то, что мы их родили, мы должны отвечать. Мы, родители, должны отвечать дедам. И все подрезали и сделали меня самой злой женщиной в Кыргызстане. Да, ну что поделать. Черный пиар дегенде ушундай экен, да? Бул дагы керек нерсе. Демек, бул видеонун так маалыматы ушунда турбайбы? Осенью хотят провести выборы. Барасызбы? Көрөсүзбү сиз ошол жактан бир партиядан? Кстати, вы же до этого блокировались, да, по-моему, кайсы партиядан эле? От Бербола я шла. Знаете, вот я поняла, что в этой жизни не знаешь, что будет вечером. Ага. Поэтому вот что-то говорить, вот и мы хотели открыться 1 марта, не получилось, да? Или мы хотели, чтобы в нашей стране быстро пришло процветание, гельгенджок, да? А иногда думаешь, вот ячким жардам бербейт, а тут там нам Россия дарит вакцину, дарит нам школы, да? Поэтому вот я... Да, то есть я хочу сказать, что вот поэтому я уже никогда вот не забегаю вперед и не говорю, вот это будет. Буйруса болсун. Мы сейчас вот, по соцблоку тоже много проектов делаем. Открыли первый кризисный центр. Да? Это первый в Кыргызстане кризисный центр для женщин в трудной жизненной ситуации, для женщин и детей. 102 она обращается и говорит, там, муж меня избивает, потом выезжает соцработник вместе с милицией, протокол все составляет, и потом эту женщину эвакуируют в то место, чтобы никто не знал, только органы милиции могут знать, а там уже работа психологическая ведется, плюс юридическая, плюс когда она восстановится, понятно, медицинская, и потом можно будет дальше тренинги, чтобы она могла на работу устроиться, переквалифицироваться. Делайте обращение, чыдап жашаган аялдар бар да, аны сиз экөөсү билесиз. Арыз жазат, кайра арызын алып коет. Вот ошол аялдарга кайрылуу жасап коюңузчу. Ну, знаете, всех можно понять. Это непросто. Когда на тебя давление оказывается, и тебе говорят, у тебя будут проблемы, конечно, если у нее не сильная семья, которая за нее не может заступиться, нету друзей, это очень сложно. Поэтому этих женщин можно понять. Когда говорят, именно арсыңды алып кеттиң. А попробуй, если тебе говорят, балдарыңды алып кетебиз, сени өлтүрөбүз, там, да, она выбирает опять айла жок, башым ийип, ошо күйөөгө барам. Она жертвует аппаратной собой, он может ее убить же. Сколько у нас умирает? Мы даже всю статистику с вами не можем показать. 70% вот этих дел, которые против мужей возбуждаются, они разваливаются, распадаются, потому что, это вот я с правозащитницами общаюсь, потому что женщина боится. И, к сожалению, да, мы, женщины, тоже растим таких сыновей, которые избивают. А почему? Потому что в семье это норма. И все говорят, вот как будто бы сейчас все повыскакивали, оно
Просто когда население в тяжелой жизненной ситуации, после коронавируса работы нет, еще больше это бючок кетти, да? Тилекке каршы. Так, у нас все готово, в принципе, что мы делаем дальше? Сейчас мы выкладываем всю эту красоту и будем с вами Тарелочку. пробовать. Да. Всё, давайте. Да, давайте. Вот у нас пришел молодой человек, который будет дегустировать свое блюдо, да, балам? Достор, ажыгы жасаған тамағымыздағы даяр болды. Барыңыздарды оғыз түйігі шақырабыз. Тамағыңыздар таттуу болсын. Келін Айжанның жесі салыңыз. Начинайте вы, Алтына. Мы тут вот, да, мы уже попробовали, перепробовали, пока готовили. И Мирлан тоже хочет, да? На. Ысык, балам, ақырын ысык. Необычно, да? И Мирлану тоже нравится. Так что всем приятного аппетита. Надеюсь, вам понравится мое блюдо. Честно, авторское. Я с удовольствием его готовлю. Редко, но метко готовлю это блюдо. Сіздер дағы біздің каналға қатталып, шынай соның дамду тамақтарды өзіңіздерін жақындарыңызға Не испачкай, все, испачкаешь. Біздің передача скемнесіменен жақты. Пару слов, буквально. Просто очень классная команда. Очень классные блюда. Классные гости. Такие вот маленькие поварята. Ага. Всем спасибо большое за внимание. Надеемся, будут хорошие, добрые комментарии, потому что, когда вы сеете добро, добро приходит. Когда вы сеете негатив, приходит негатив. Поэтому берегите себя, будьте в хорошем настроении. Достор, біздің YouTube каналға сөз түрді қатталып, ушындай сон тамақтарды, рецептерін үйреніп, жақындарыңыздарды қуансаңыздар болады. Дастарыңыздар дайыма жақшылықтарға ғана жайылсын. Анда, емне дейсіз, Айжан Ежеке? Көрішкөнші. Görüşкөнші, чоң рахмат, таңлар татты болсын, аман болғыла. Да. Будем в хорошем настроении все. Ава тура айтасыз. Анда, мынаке өлбөңү жаңа жаз келет дегенде жаз дагы кирип келди. Барыңыздар жазга окшоп, жадырап, жайнап жүрүңүздөр. Сөз түрдө Назира Бердиуловнун YouTube каналына катталып коюңуздар.